Новые подробности о прорыве метанолопровода в Вилюйском районе. Результаты первых экспертиз ожидаются к концу недели. 7500 человек трудоустроят на промышленные предприятия в этом году. На том, какие профессии наиболее востребованы, узнавали наши корреспонденты. Почему открытый 5 лет назад в Ленске интернат для сельских школьников сегодня пустует? Причину искала наша съемочная группа. Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Стали известны подробности происшествия с утечкой метанола на газоконденсатном месторождении в поселке Кызылсыр Вилюйского района. Как сообщили в Минэкологии Республики, факт утечки был зафиксирован неделю назад, 13 февраля. Согласно протоколу инспекторов-экологов, утечка произошла в нескольких местах трубопровода. На месте отобраны пробы снега, льда и воды. В настоящее время образцы находятся в Республиканском центре экологического мониторинга. Результаты экспертизы будут известны в конце этой недели. По сообщениям представителей ЯТЭК, вероятнее всего, утечка произошла из-за негерметичности технологического трубопровода от скважин. Метанол представляет собой жидкость сероватого цвета и имеет специфический запах. Послание президента России Федеральному собранию Владимир Путин огласит сегодня в Гостином дворе. Послание президента России – это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года. По итогам оглашения послания президент России подписывает ряд конкретных поручений. Напоминаем, что телеканалы Якутия-24 и НВК «Саха» будут вести прямую трансляцию с церемонией оглашения послания, которое начнется в 18:00 по якутскому времени. На 4% повысят заработную плату бюджетникам Якутии, не включенным в майские указы. Данная мера принята по поручению главы республики в целях устранения дисбаланса в оплате труда бюджетников. Напомним, в последние годы существенно возросла заработная плата 12 целевых категорий работников. Это врачи, учителя, медики, библиотекари, работники социальных служб и другие. В ряде случаев заработная плата выросла в несколько раз, но вместе с тем сформировалась определенная разница в оплате труда. Прежде всего, это касается не основного персонала. В правительстве Якутии отметили, что работа по сокращению этого дисбаланса будет вестись и дальше. В кабинете министров уже разработан комплексный план ее решения. 7,5 тысяч местных кадров трудоустроят в этом году по проекту «Местные кадры в промышленность». Об этом заявил руководитель Госкомзанятости Республики Степан Москвитин. О том, какие профессии в промышленности наиболее востребованы, в материале Анастасии Даниловой. Наибольшая кадровая потребность на рынке труда Якутии наблюдается в промышленности и строительстве. Это сфера с наибольшим темпом развития, количеством масштабных проектов и высокой заработной платой. При этом в отрасли большое количество внешней рабочей силы из других регионов и стран. Поэтому для экономики республики целесообразно замещение трудовых мигрантов местными специалистами. В масштабе это позволило бы существенно повысить уровень доходов многих якутян. В целях этого уже третий год в республике реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Задача поставлена главой Республики Саха-Якутия в 2019 году трудоустроить в промышленной компании не менее 7,5 тысяч человек местного населения. Да? Поэтому, конечно, задача очень серьезная, и только объединив усилия, мы сможем решить эту задачу более успешно, с тем, чтобы наше население было занято, имело доход определенный. Одна из главных проблем на рынке труда республики – это дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Поэтому один из крупнейших работодателей Якутии, компания «Алроса», инициировала дискуссию по вопросам качества подготовки рабочих кадров. Алмазодобывающая компания отметила готовность продолжения сотрудничества в вопросе профориентации и дуального образования, которое заключается в практическом обучении и стажировке на промышленных объектах. Для выполнения плана по трудоустройству тысяч якутян необходимо увеличить количество и качество квалифицированных специалистов в зонах промышленного производства в Южной и Западной Якутии. Нехватка специалистов, особенно рабочих специальностей, их действительно критично недостаточно в нашей республике. И когда идет в целом набор и рекрутинг работников по тем новым направлениям, которые «Алроса» развивает, тоже верхнемунское месторождение алмазов, да, мы
Далее имеем определенные направления по расширению и по Нюрбе, и по Алмазам Анабара. Здесь действительно идет достаточно серьезный поиск работников соответствующей квалификации. Всего в проекте участвует 21 промышленная компания. Все они готовы принимать якутян на работу в приоритетном порядке. Однако мало требовать трудоустройства. Учитывая сложность работы и высокие требования к безопасности в работе на месторождениях и фабриках, соискатели должны иметь профильное образование и профессионализм. Итак, самые востребованные специальности в горнорудной промышленности – это проходчик, обогатитель полезных ископаемых, ремонтник горного оборудования, оператор нефтяных и газовых скважин, машинист на открытых горных работах, токари, слесари, сварщики, лаборант-эколог и другие. Таким образом, приоритет местных кадров в промышленности сохранится на ближайшие 10-20 лет. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. В прошлом году Почта России в целом по стране обработала 345 миллионов международных отправлений с товарными вложениями. Объем отправлений внутри страны также увеличился, рост составил 9%. А якутское отделение Почты России за прошлый год обработало более 4 миллионов почтовых отправлений. При этом специалисты отмечают, что с каждым годом число международных отправлений увеличивается в разы. Якутский филиал Почты России обработал более 4 миллионов почтовых отправлений. Из них более 1,5 миллионов – это международные отправления. Росту международных отправлений способствует глобальной распродаже в праздничные дни, которые проводят интернет-магазины. 5 лет назад в Ленске открыли интернат для сельских школьников. Все эти годы ребята успешно получали качественное образование в школах города, проживали в тепле и комфорте совершенно бесплатно. Сегодня интернат практически пуст. В чем причина, узнавала наша съемочная группа. В начале года в интернате проживало 6 детей, а родители 4 перебрались на проживание в город, сняли квартиры и забрали детей из интерната. Сегодня в учреждении находятся 2 интернатских ребят. Вечерами на ночлег приезжают воспитанники коррекционной школы. В следующем году 2 ребят, которые живут в интернате, заканчивают 9 классов. Планируют поступать в Ленский технологический техникум, ученикам которого предоставляется свое общежитие. Так получается, что со следующего года интернат для сельских детей останется днем совсем пуст. В позапрошлом году, когда открывался у нас в районе Роснефть-класс, ребятишки старшие классы приезжали из поселений, учились в первой школе и проживали у нас в интернате. Но в прошлом году первый выпуск Роснефть-класса состоялся, и вот больше таких детей не было. Все эти годы сельские ребята проживали в тепле и в комфорте. Им были предоставлены комнаты на 2 человек, душ, организованное 5-разовое питание. С учениками занимались педагоги, помогали с выполнением домашних заданий. Для свободного времяпровождения тоже организован круг развлечений. Теннисный стол, зал для просмотра фильмов, а также читальный зал. Только приезжайте и учитесь, деревенские наши дети, если кому, конечно, качество образования. Хочется качество образования, да, получить в городе. Сами дети тоже тепло отзываются об учреждении. Здесь все бесплатно, там, питание бесплатно, вот, помогают там с уроками. Тут свободного времени много. Пришел со школы там в 3 часа, самоподготовка, уроки сделал. Все сделал, подготовился к школе, и ты свободен там. Почему же столь важный и нужный 5 лет назад интернат для детей из сельских школ сегодня перестал быть востребованным? Когда я устроилась, детей было 12. 12 было. А потом в основном батамайские дети. И сейчас и батамайи, по-моему, уже тоже численность детей все меньше. В будущем не знаю, только 1 ребенок намечается на учебный год. Вот. Остальные поселки, конечно, никто не хочет закрывать свою школу, да? Наталья Сидоркина, директор 3-й городской школы, при которой сегодня и существует интернат, обеспокоена сложившейся ситуацией. У нас сегодня очень большие затраты на содержание одного ребенка, потому что это и коммунальные услуги, и свет, и тепло, и услуги связи, и услуги охраны. Это все приводит к тому, что у нас сегодня, если перевести на цифры, очень дорогое содержание одного ребенка в интернате. У меня сегодня коллектив, здесь порядка 20 человек, и поэтому нам хотелось бы, конечно, чтобы коллектив у нас остался, чтобы люди были трудоустроены. Поэтому мы сегодня прорабатываем различные версии перепрофилирования интерната.
Пока же этот непростой вопрос решается на районном уровне, интернат задействован в решении еще одной проблемы. Вечером в учреждение на ночлег приезжают детишки из коррекционной школы. Ребята тоже из наслегов. Здание их учебного заведения непригодно для проживания. Идей по перепрофилированию интерната у Натальи Сидоркиной много. Их директор пока не рассказывает, но очень надеется, что, озвучив задумки на очередном совещании с представителями власти, этот вопрос сдвинется с мертвой точки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу пока все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на Якутия 24.